Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как на протяжении нескольких часов на разворотной петле на проспекте Победы поднимали мусоровоз. Тяжелая машина опрокинулась на самой середине моста. Уверял, что во всем виновата скользкая дорога и подрезавший автомобиль. Не совсем такие хорошие условия были. Две иномарки лоб в лоб столкнулись на улице Мавлютова. И причина в усталости. Я сегодня встал в половине 5 утра. «Лада» протаранила БМВ в центре Казани. Об этом и многом другом в ближайшие 10 минут. Перекрытая на 4 часа дорога, разбитый грузовик и груда отходов на проезжей части. Таков итог опрокидывания мусоровоза на разворотной петле на проспекте Победы вблизи улицы Сахарова. По предварительной версии, водитель, нагруженный мусором машине, ехал по окружности слишком быстро и не принял в расчет законы физики. На освобождение дороги ушли долгие часы. Ленар Гинатуллин видел все своими глазами. Все, кто видел лежащий на боку грузовик, приходили к мысли, что произошло это, скорее всего, по вине самого водителя мусоровоза. И предположили, что мужчина, им управлявший, неверно выбрал скорость проезда по разворотной петле. Тяжелая машина под действием центробежной силы стала крениться и не удержалась на колесах. Грузовик рухнул на бок, на правую полосу, крышей кабины врезавшись в отбойник, и мусор вывалился на дорогу. В результате происшествия пострадал сам водитель грузовика. По предварительным данным, мужчина повредил руку. Но после оказания первой помощи вернулся на место происшествия. Здрасте! Можно буквально просто один вопрос. Рассказать, как и почему он не справился с управлением, водитель мусоровоза отказался и прятался от телекамер. В это время в 200 метрах с помощью тяжелой техники пытались поставить грузовик на колеса. Это оказалось не самой простой задачей. Поднять машину подъемным краном не получилось. После десятков попыток вернуть грузовик в горизонтальное положение, решили отделить контейнер с остатками мусора от самого тягача. После этого за дело взялись специальный эвакуатор для больших грузов и грейдер. Первый с помощью лебедки тянул мусоровоз на себя, а второй не давал скользить Hyundai по асфальту. Ситуация осложнялась тем, что все происходило на мосту, и дорога для таких манипуляций довольно узкая. В общей сложности мусоровоз пролежал на боку больше 4 часов. Все это время разворотная петля была закрыта автоинспекторами для движения транспорта. С помощью 6 единиц крупногабаритной техники спустя 3 часа упорной работы грузовик все-таки удалось поставить на колеса. Осталось только убрать эту кучу мусора и восстановить дорожное покрытие. Полной страховки у мусоровоза не было, и если в происшествии автоинспекторы усмотрят вину водителя Hyundai, то, вероятно, оплачивать восстановление искореженного грузовика и платить за работу тяжелой техники предстоит либо предприятию, на котором работает мужчина, либо самому водителю, который с учетом повреждения руки к работе, скорее всего, вернуться сможет не скоро. Ленар Гинатуллин, Амир Залишев, «Вызов 112». На перекрестке улиц Академика Парина и Мавлютова не смогли разъехаться «Шкода» и «Форд Фокус». Как рассказал пассажир одной из иномарок, виной всему мокрая после дождя дорога и автомобиль, который неожиданно их подрезал. Ни марку, ни номер никто не запомнил. Сергей Хайдаров попытался восстановить картину происшествия. Там не совсем такие хорошие условия были. Друг водителя «Шкоды» уверен, если бы не мокрый асфальт, то никакой аварии бы не было. И его товарищ справился бы с управлением. И добавил, ехали по Мавлютова, и рядом с перекрестком с улицы Парина их справа подрезал какой-то автомобиль. Марку и номер не запомнили. Чтобы избежать столкновения, водитель резко вывернул руль влево и выехал на встречную полосу. В это время там ехал «Форд Фокус». Избежать столкновения с ним у водителя «Шкоды» уже не вышло. После лобового удара «Форд» откинул в сторону, и он врезался в фонарный столб. Ребят, камеру убирайте, Комментировать происшествие оба водителя отказались. Рады, что люди в аварии не пострадали. В деталях происшествия теперь будут разбираться автоинспекторы. Сергей Хайдаров, Ленар Гинатуллин, Амир Залишев. «Вызов 112». Одна иномарка не способна выполнять свое главное предназначение – ездить. В результате аварии, произошедшей на проспекте Ямашева. Там столкнулись автомобили «Део Матис» и «Шкода Йетти». Ни один из водителей своей вины признавать не спешил. Мнение обоих о причинах столкновения услышала Алина Мусина. Вот только с работы доработал. Думал, сейчас домой приеду, кино посмотрю с девушкой, а тут, похоже, сегодня не посмотрю.
Романтичное настроение еще накануне построенные планы на хороший вечер омрачились в один миг. Так высказал свое мнение о произошедшем водитель автомобиля Део Матис Тимур Сибгатуллин. Говорит, до дома доехать оставалось буквально 100 метров. Считает, видимо, судьба сыграла с ним злую шутку. Рассказал, что ехал по проспекту Ямашева в сторону улицы Ленская, но в какой-то момент ему путь перегородила Шкода Йети. Водитель Матиза и его пассажир уверены, что причиной столкновения стал именно кроссовер. Здесь виновник, уж понятное дело, что Шкода. Потому что она стояла вот на этом островке. А здесь стоять не запрещено? Ну, насколько я знаю, хоть я и не водитель, в принципе, но то, что это как двойная сплошная считается. Чтобы доказать, что водитель южнокорейской иномарки не виноват, он обратился к записям видеорегистратора, установленного в его машине. Так вот приезжают на разделительную полосу. Однако по съемкам невозможно точно определить, кто именно виноват в столкновении. Водитель кроссовера имел свое мнение о произошедшем и виновнике ДТП. Меня там прижали, сюда не дали выехать. С той стороны на второстепенной начали заезжать, сигналят. Водитель кроссовера рассказал, что с второстепенной дороги хотел перестроиться на главную, но не смог. Поэтому, говорит, и пришлось вынужденно остановиться на островке, пока не появится возможность выехать. Только и тут все было неспокойно. В него слева влетел автомобиль Део. Поэтому виновником, считает, нужно признать именно водителя малолитражки, который, по его словам, свою вину после произошедшего сначала признал. Но изначально человек, который за рулем был, сразу признал свою вину. Говорит, занесло, нажал на тормоза. Потом у него приехали друзья, и он свою точку зрения неожиданно поменял. В результате столкновения больше всего досталось автомобилю Део. Удар пришелся в правую переднюю часть автомобиля. Задето оказалось и колесо. Поэтому своим ходом малолитражка уехать не смогла. Ей понадобилась помощь эвакуатора. А вот кроссоверу же удар пришелся по касательной. Повреждения поэтому были куда меньше. Теперь участников аварии ждет разбор в госавтоинспекции. Алина Муслина, Фисам Ниязова, Константин Бушуев, вызов 112. И еще одна крупная авария произошла на перекрестке улиц Большая Красная и Жуковского. Там столкнулись автомобили БМВ и Лада Приора. Юные пассажиры отечественной легковушки просто чудом смогли избежать травм. По словам очевидцев, в дорожно-транспортном происшествии виноват водитель иномарки. Нафиса Минязова узнала, как произошла авария и что об этом думает предполагаемый виновник. Зеленый горит. Классно. Вот тот самый момент столкновения. Его записал видеорегистратор, установленный в отечественной легковушке. Станислав, ее водитель, рассказал. Ехал со своим ребенком и племянником. Правил, говорит, не нарушал. По улице Большая Красная направлялся в сторону площади Свободы и занял крайнюю левую полосу. Двигался прямо по крайней левой полосе. Он по середине, по центральной двигался. И после пешеходного перехода поворачивая стал налево. Затормозить не успел. На пересечении с улицы Жуковского автомобили и столкнулись. Немецкая иномарка оказалась прямо перед «Ладой». Что аварии не избежать, водитель отечественного автомобиля понял в самый последний момент и сделать уже ничего не смог. Удар был такой силы, что у отечественного автомобиля даже сработали подушки безопасности. Также в нем находилось и двое детей. К счастью, они не пострадали, а лишь немного испугались. Помощь медиков не понадобилась ни одному из участников аварии. На кону стоял другой вопрос: кто виноват и чья страховая компания будет возмещать ущерб пострадавшему автомобилю. Водитель БМВ на этот вопрос отвечал весьма неохотно. Я сегодня встал с половины 5 утра. Комментировать произошедшее он и вовсе не захотел. И виноватым себя в аварии признавать не спешил. Просто кто виноват, хотя бы нам скажете, если чтобы мы поняли. Обоюдно. Больше всего в результате ДТП пострадала именно иномарка, а БМВ своим ходом передвигаться уже не смогла. Основной удар пришелся в заднее левое колесо, что, видимо, стало причиной множества скрытых повреждений. Лада же получила чуть меньшие повреждения. Теперь в том, кто прав, а кто виноват, предстоит разобраться автоинспекторам. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Сегодня на Заинском водохранилище спасли двух 16-летних подростков, которых больше чем на полкилометра унесло от берега на надувном матрасе. К слову, ширина водохранилища 4,5 километра, а длина 15 километров и глубина примерно с двухэтажный дом. На единый номер вызова экстренных служб позвонил очевидец и сказал, что подросткам требуется помощь. Спасатели их обнаружили быстро и доставили на берег. Место это для купания не оборудовано, и полезли в воду подростки без сопровождения взрослых. В отношении их родителей теперь будет составлен протокол по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщить нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.